казахи унаследовали Орду по крови своей. То есть они действительно потомки ханов Золотой Орды. И то, что казахи, казахские жузы вошли в состав Российской империи, имея свою государственность, это заслуга Золотой Орды. Потому что если бы они вошли как племенные союзы, не имея опыта государственного устройства, возможно, сейчас не было бы Великого Казахстана. Это очень важно, иметь опыт государственного строительства в прошлом. Очень важно иметь линию преемственности от ханов Золотой Орды к современным казахам. Формирование современного русского народа и государства на протяжении почти 300 лет, находившегося в вассальной зависимости и платившего дань ордынским ханам, также стало возможным благодаря той стабильности и прогрессу, который дала разобщенным русским княжествам протекция Золотой Орды. Ведь именно в этот период произошло усиление Московского княжества, впоследствии консолидировавшего вокруг себя другие русские земли. После звания Золотой Ордой, когда установилась ордынская власть, прекратили всякие междоусобицы. Ну, поскольку был один повелителем, и что интересно, что в русской истории впервые царем называют хана Золотой Орды. Ну, царь, вы знаете, это один из титулов византийского императора, ведь Россия духовно была близка к Византии, брала там и религию, как говорится, и все. Царь – это калька со слова «цезарь». Ну, Цезарь – один из титулов византийского императора, как вы знаете. И вот первыми царями на Руси, или летописи русские посмотреть, это были ханы Золотой Орды. Если бы не Золотая Орда, наверное, не было бы сейчас Российской Федерации. Были бы небольшие восточноевропейские государства в пределах княжеств, которые существовали и воевали друг с другом до прихода монголов. Так что Великая Россия, империя, союз, федерация выросли из Золотой Орды. Батый, вот если его представить в русской истории советского периода, такой злобный, толстый, узкоглазый, в мохнатой шапке с кривым таким мечом, жадный человек. Бату Саянхан таким, конечно же, нет. Он унаследовал многие черты своего отца, Джучи. Он был даже романтиком в чем-то. Он был романтиком, он был справедливым человеком. Он был не чужд поэзии и музыки. И при этом от своего деда Чингисхана он унаследовал мозг организатора, великого менеджера 13 века. Каким был Чингисхан? Запрещали говорить о Золотой Орде. Только вот то, что была варварская страна, которая всех угнетала и обижала. Забудьте о том, что это ваши предки. Ведь если народ имеет славное, великое прошлое, это может объединить людей. А в советское время власти хотели, чтобы людей объединяла советская доктрина, советская идеология, а не величие предков. Когда этот ролик смонтируют. Золотой Орды. Друзья, еще один ролик посмотрим.